Гаворка пра канвееры закупорвання-раскупорвання і 4 перакладальнікі, вузлы для апрацоўвання і перамяшчэння снарадаў. Абсталяванне прызначанае для лініі, што працуе з артылерыйскімі снарадамі калібру 152 мм і галоўнымі часткамі рэактыўных снарадаў 9М22У калібру 122 мм. Атрымальнікам значыцца навукова-вытворчая кампанія «Высокія тэхналогіі» ў Саратаве. Абсталяванне было перададзена ў пачатку верасня. Лінія абяцае магутнасці да 180 тысяч снарадаў на год. Як адзначае Белпол, продаж такога абсталявання – гэта не толькі экспарт металу і станкоў. Гаворка ідзе пра тэхналагічныя дэталі, якія павялічваюць хуткасць і аб'ёмы выпуску боепрыпасаў. Для Расіі гэта азначае рост вытворчых магутнасцяў. Для Беларусі яшчэ адна сувязь эканомікі з расійскай вайсковай прамысловасцю. І ўжо цяпер з намі на сувязі прадстаўнік ініцыятывы Белпол Уладзімір Жыгар. Спадар Уладзімір, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Маем у спісе тых беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць Расіі весці вайну супраць Украіны, чарговую назву НПА-цэнтр. А колькі ўсяго ў гэтым спісе вы маеце ўжо? Список на самом деле очень большой. Увы, по той информации, которая имеется в распоряжении Белпол, с той информацией, которой мы работаем, это уже более 500 белорусских предприятий, то есть и государственных, и частных, которые работают над выполнением гособоронзаказа России, которые помогают обходить санкции как в отношении предприятий Беларуси, так и каких-то предприятий, находящихся на территории России. Мы во многих своих расследованиях, во многих материалах показывали и показываем эти предприятия, но нужно понимать, что не все, чем обладает Белпол, можно показывать сразу же. Для некоторого материала, конечно, нужно некоторое время для того, чтобы не подставить тех источников, которые передают нам эту информацию. Владимир, ну вось якраз наконт таго, што не ўся інфармацыя трапляе ў паблік, то нам, журналістам, цяжка зрабіць нейкія высновы. Магчыма, вы дапаможаце пра дынаміку вось гэтай вайсковай ваеннай супрацы, хацелася б удакладніць, гэтых прадпрыемстваў у Беларусі, которые працуюць на расійскую военную машину, іх робіцца больш, альбо папросту ёсць пэўная колькасць, і просто вы пра іх даведваецеся, і вось паступова выкладваеце. Пашыраецца, альбо это папросту выкрываеце тое, што ёсць, і оно не пашыраецца? Это хороший вопрос, потому что здесь мы имеем такую ситуацию, при которой часть производства переориентируется на производство, скажем так, вооружения, часть производства модернизируется, а часть производства, скажем так, задействует свои, скажем так, свободные мощности для производства вооружения. Если говорить о, например, компаниях, которые помогают обходить санкции, то да, это, как правило, это частные компании, и их становится, конечно же, все больше. Што датычыцца сітуацыі, калі мы даведваемся інфармацыю пра тое, што тое ці іншае прадпрыемства дапамагае Расіі ваяваць супраць украінцаў, то гэта адна справа. Калі мы маем сутыкненне з уласным лёсам, то яно неяк адчуваецца па-іншаму. Да чаго я? Вось акурат НПА-цэнтр, якое знаходзіцца у Менску, на Шаранговіча, 19. Гэта будынак, гэта прадпрыемства, у которым я была ўнутры. У свой час у студэнцтве летам, вядома, што студэнты падрабляюць летам, і офіс кампаніі, у которой я спрабавала папрацаваць летам як студэнтка, знаходзіўся менавіта там, на Шаранговіча, 19, НПА-цэнтр. І калі б мне на той момант хтосьці сказаў, што гэтае прадпрыемства будзе садзейнічаць таму, што Расія забівае украінцаў, то я б, канешне ж, не паверыла. Што вядома вам пра людзей, якія працуюць на такіх прадпрыемствах? Ці яны маюць інфармацыю пра тое, што і для каго яны робяць? Знаете, я когда-то в свое время еще до милиции тоже работал на заводе, и я прекрасно понимаю, что люди, которые стоят за станками, они абсолютно точно знают,
о том, что они производят и для кого они производят, и в конечном итоге куда это пойдет. Просто психология человека такова, что он считает, что ведь это не он нажимает на кнопку, это не он принимает решение, а ему конкретно нужно платить зарплаты, ему нужно содержать семью, ой, не платить зарплаты, платить кредиты, ему нужно содержать семью, у него есть какие-то планы. То есть большинство людей все это прекрасно понимает, но все равно делает то, что делает. А на вашу думку, не може быць это так, си- што кіраўніцтва не кажа, а абаронная прамысловасць ці ёсць вайна, ці не мае, на заўсёды ёсць, і, магчыма, сапраўды не задумваюцца? Ну, вы знаете, если вот давайте с вами самый банальный пример, это предприятие Лигмаш, которое производило швейные машинки, сейчас оно производит реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Но, по-моему, здесь нет вариантов предположить то, что люди не понимают, что они делают. Плюс все-таки рабочая среда, она такова, что нет-нет, да и кто-то проговорится и объяснит, и скажет, для чего это нужно. И поэтому рабочие это все прекрасно понимают, только они стараются дистанцироваться от этого, и от этого, конечно, становится... это не очень хорошо, но, слава богу, есть те белорусы, которые предоставляют нам эту информацию, и мы можем рассказывать правду, потому что то, что мы сегодня показали, это просто небольшой, скажем так, материал, который необходимо было опубликовать сегодня. В ближайшее время вы увидите еще более, скажем так, серьезные документы, более серьезные материалы, которые еще больше покажут о том, как Беларусь на сегодняшний день сотрудничает с Россией в ВПК. Владимир, вось наконт тієї інфармації, яка не трапляє у паблік, наколькі я розумію, прынамсі частка гэтай інфармацыі кладзецца ў абгрунтаванне санкцыяў у перамовах з заходнімі партнёрамі. І ўжо сёння вось у часе нашай размовы згадвалі санкцыі. Як вы ацэньваеце, ці атрымалася з дапамогаю санкцыяў хаця б прытармазіць вось гэтую ваенную машыну, неяк нашкодзіць ёй, збіць неяк тэмп, вось гэты, эффектыўнасць санкцыяў, як бы вы ацэнілі? Вы знаете, вот у нас тоже сейчас готовится определенный материал по данной теме, и мы можем сказать, что санкции в этом направлении действуют, и действуют достаточно неплохо. И действуют они не только по отношению к Беларуси, но и по отношению к России. И, увы, на сегодняшний день мы не можем публиковать эти документы, показать или рассказать по данной теме что-то более подробнее, но мы можем с уверенностью сказать, мы работаем с документами. Мы не считаемся какими-то великими, там, условно, экспертами, но мы работаем с документами, которые очень часто имеют гриф там, для служебного пользования, либо секрет. И мы видим из этих закрытых докладов, отчетов, реальное положение вещей в Беларуси и реальное положение вещей на предприятиях, которые работают в рамках выполнения гособоронзаказа. Те эксперты, которые говорят и уверяют всех о том, что санкции не работают, санкции бесполезны, они отталкиваются всего лишь от официальной статистики или официальных отчетов Белстата. И это, будем говорить откровенно, это очень большая разница. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что да, по некоторым направлениям вообще были простои из-за введенных санкций. Именно с точки зрения, когда мы говорим про ВПК. В целом ситуация такова, что замедляются темпы производства, усложняется доставка определенного оборудования, которое критически важно для возводимых, можно сказать, с нуля производств. И санкционное давление по отношению к белорусским предприятиям нужно только усилять. Свар Владимир, я вернуся до 20 кастрычніка 2020 года. 5 гадоў таму было абвешчана пра стварэнне аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» на той момант. Яно называлася. Мы маем 5 гадоў дзейнасці і маем інфармацыю, што «Белпол» збірае на сваю дзейнасць 15 000 долараў. Робіцца гэта праз платформу «Байсол». Патлумачце, што адбылося. Мне падаецца, усе беларусы задаюцца пытаннем, што ж адбылося. На самом деле произошло самое простое, это miscommunication, потому что так получилось, что журналисты «Зеркала» опубликовали
то, что мы организовали сбор, которому уже на самом деле 2,5 года. Поэтому мы собираем, этому сбору уже 2,5 года, и поэтому ничего сверхъестественного в этом направлении не произошло. Ну, давайте тады, можа, ад звышнатуральнага да словаў віншавання. Все-таки ёсць чым павіншаваць і за што падзякаваць Белполу, у вашай асобе, усім працаўнікам. Як вы самыя ацэньваеце вось гэтыя 5 гадоў вашай дзейнасці? Ці задаволеныя, ці шкадуеце пра штосьці, чаго не хапіла? Як ваша ацэнка, якую б вы самыя паставілі Белполу? Мы не в Беларуси, и значит оценка все равно неудовлетворительная. Безусловно, есть хорошие моменты, позитивные, положительные моменты, но также и были отрицательные моменты. Благо с теми кризисными ситуациями, которые были в нашей команде, мы справились и вышли на абсолютно новый уровень. И я думаю, что мы сможем улучшить даже тот уровень, который есть сейчас, потому что сейчас мы смотрим, конечно же, на вещи абсолютно иначе, не так, как это было 5 лет назад. Когда-то, когда это все начиналось, мы думали, что это все будет, это продлится не так долго. Поэтому никто не рассматривал, что мы через 5 лет будем праздновать 5-летие. И поэтому сейчас, конечно, очень много чего изменилось. Мы стали лучше, наверное, больше понимать происходящие процессы, действуем абсолютно порой нестандартно. И оценка, в общем-то, самая главная наша оценка, почему неудовлетворительная, потому что мы не в Беларуси. Это значит, что нужно поправлять эту оценку и делать все возможное, чтобы оказаться в Беларуси. Безусловно, теперь нам противостоит не только режим, но и люди, которые лоббируют интересы режима на Западе, но от этого информации у нас не становится меньше. И в ближайшее время, как я уже говорил, мы покажем очень много важных, по нашему мнению, материалов, которые еще раз покажут, что с такими, как Лукашенко, нельзя договариваться. Это просто-напросто невозможно. Дзякуем за гэтую размову. Владимир Жыгар, прадстаўнік Белпол, быў нашым гостем.